Ну, понедельник, среда, пятница, допустим, одна группа, у нас, по идее, здесь много народу. Мы, ну, и больше 3 заниматься здесь как бы не тесно получается, один понос всего. Мы разделили, даже некоторые по часам разделили. Допустим, кто-то там с 3 до 6, кто-то с 6 до 9. Но, Ну, более-менее, у кого планы похожие, но вместе занимаются. там высота стоек тоже важна. Допустим, мы можем с одной стойки все это, можем лежа делать, просто вес меняется. Так, давайте сразу представимся. Меня зовут Баир. Меня зовут Саша. Дима. Это Дима. Мы все занимаемся пауэрлифтингом. Владимир Яковлевич Колмакова. Сашка у нас член сборной России, молодежной сборной. Сейчас готовится на чемпионат мира. Ну, мы с Димой все пытаемся выполнить мастеров. Пока кандидаты. Все впереди. Хотели сейчас поехать на соревнования, но соревнования все отменили ввиду карантина. Так, еще раз про подготовку. Соревнования. Угу. Сейчас мы должны были готовиться на первенство мира, которые должны были пройти в США в этом гейме. Но в связи с карантином недавно узнали, что наши соревнования перенесли, и их теперь соединили со взрослым миром, будут проходить в Норвегии в ноябре. Ну, с конца октября на ноябрь. Первенство мира это до какого возраста? До 23. 23. Ну, там получается 14-18 возрастные категории, 19-23. Ну, юноши, юниорки. Ну, так. Как давно ты стал вообще заниматься пауэрлифтингом и почему именно этот вид спорта ты выбрала? Пауэрлифтингом я уже занимаюсь более 5 лет, с февраля 2015 года. Пришла я просто заниматься. Как бы для себя не было какой-то конкретной цели. Просто предложил физрук мой позаниматься, я согласилась. А потом уже через месяц на соревнованиях выступили, там уже результаты. Ну, как бы место никакое не заняла, но просто азарт появился. И все, и потом сначала я тренировалась с Сергеем Егорычем Воложаниным, потом я перешла к Колмакову Владимиру Яковлевичу тренироваться. Ну и, собственно, вот уже через месяц мы с ним снова выступили на соревнованиях на республике. Ну и после них я там еще 3-е место заняла, 1-я медаль. Ну и как-то втянулась, и все, и потом постепенно уже начали подводиться к экипировке, но так как не было нормативов классических, раньше же все в экипировке выступали. Хочешь выполнить норматив, одевай экипировку, там без этого никак. Ну и мне как бы даже более она симпатичная, чем классика. Но оно такое интереснее, что ли. Твои личные рекорды Личные. какие? Вот? Приседания у меня личный рекорд соревновательный 207,5 килограмм, весовая категория 63. В зале был рекорд 212,5, но я его не повторила, к сожалению, в соревнованиях. В жиме лежа у меня рекорд 127, мой личный, с половиной здесь на республике я пожала. И становая тяга 162. Ну, тяга, к сожалению, у меня немножко так прихрамывает, но ничего, сейчас стараемся, пробиваем, технику меняем. Так что надеюсь, что к миру уже пробьем, все будет хорошо. Ясно, спасибо. Вот. Фитнес-притон, да? Да, фитнес-притон, да, так называют люди наш гараж. Ну, мы не спорим. Притон да притон. О. Видимо, начальника приехала. Начальника, здравствуйте! Начальника, здравствуйте! Привет всем, открывайте, дождь идет. Отлично. Сейчас проверю. Это разминочные такие, да? Моменты. Разминка идет. Разогреваемся. К работе сам. Ой. Я отойду, пойду так сяду маленько, а то я что-то устал. Отсюда. Так, ну что, поехали. 6 по 6, да? А Дима? А Дима?
Без понятия. А ты там делал-то, что у нас было? 12 по 3. По 3. А просто тренировку по разам. Горка. Ну, сегодня тогда классика. Горка-то я 65 застрял, А? 65 застрял, 75 удавил. Монстр пошел, да? Ну, У меня 85 свело, а что это давит-то? по мне свело. А что, у вас холодно здесь, для этого сводит, вы не разогреваете? Не, нормально. Не, нормально. У нас двери висят. Сколько сейчас? 610. Сейчас, пока коронавирус, занялся изготовлением инструментов для того, чтобы потом делать тренажеры. Зал дадут, тренажеры сделаем. Сверлильный, гриндер. Что только не сделано, всякие разные. Будем резать, пилить, сверкать. По 6. Работа, дача. Работа какая? Вон с ними едем на Москву. Такое это место, как бы, вот, ну, постоянные тренировки или вот так после... Да, постоянные тренировки 3 раза в неделю. Ну, как начался вот этот коронавирус, как бы запретили всем тренироваться. Ну, прогресс теряется, мы начали искать помещение. Первое помещение нам помогли наши хорошие друзья с цветочного магазина. Мы как бы в подсобном помещении цветочного магазина немножко уголок был, поставили стойки и тренировались. 10 килограмм. Ну, как бы немного человек, по одному, по двое приходили. Как бы. И замок. Потом как бы, стало невозможно там заниматься, и мы начали искать другую. Ну, вот как бы тоже одна девушка нам гараж свой предоставила. Как бы тут условий не было, просто скинулись, купили пиломатериал, 5 доску, сколотили помост, привезли железо и потихоньку занимаемся. Ну, толпой не собираемся, соблюдаем как бы все правила. Ну, прогресс, чтобы не терялся, надо тренироваться. Такой у нас спорт. Вот. Ясно. Спасибо. Что, Дима, на рекорд идет, да? Пока размин. Тебе сколько? 30? Тройку. Нормально? Андрей Николаевич, расскажите о своих воспитанниках и как тренировочный процесс сейчас выстраивается вообще вот в данной ситуации. Ну, начнем со спортсменов. Ребята как бы до коронавируса мы тренировались, выступали, ездили на соревнования. И тут произошел такой казус, этот коронавирус пришел. И мы начали искать, где заниматься. Ну, нашли заниматься, где вот сейчас. Вот на данный момент мы так в подсобных хозяйствах называется гараж, тренируемся. Но ребята молодцы, не бросают тренировки, тренируются, выполняют, конечно, уже объем нагрузок не тот, который в нормальных залах мы делали, но поддерживающую форму мы делаем. Я думаю, еще месяц нормальных тренировок, они выйдут на самый пик. Вот такая ситуация. Об Александре можете что сказать? Ну, а Саша, что сказать? Саша в конце января выиграла первенство России, ну и попала в сборную России юниорскую. Ну и тут с этим коронавирусом должен был в Соединенных Штатах Америки проходить соревнования, чемпионат мира, первенство мира. Но отменили. И на данный момент, вот последние новости, их объединили со взрослым чемпионатом в Норвегии. И первенство, и чемпионат будут вместе. Но будем готовиться, в конце ноября будет. Будем подготовку к первенству мира проводить здесь в гараже. Где? В гараже. Гаражный метод тренировок. Это один из, наверное, из лучших сейчас. Есть разные методы тренировок, но гаражный это вообще хороший. Мы вернулись в 90-е годы, да? Еще хуже. Это где-то примерно начало 80-х, конец 70-х, когда занимались в подвалах, гаражах там и везде. Но идем обратно к этому же пути. Все же по спирали идет. Глядишь, уйдем наверх. Вот такие дела. У нас в нашем силовом мире происходит только так. Или в гаражах, или в подвалах. Кто-то дома комнату занимает, везут тренажеры, штанги занимается. В подъездах. Кто-то вообще не занимается.
Вот такая ситуация у нас. Сейчас сколько федераций вообще спортсменов? Федерация пауэрлифтинга Республики Бурятия. Вот сколько В вот? Бурятии у нас по федерациям, если в одной федерации, у нас несколько федераций. Ну, как бы самое главное, это федерация ФПР России под эгидой ИПФ. Это главная, основная федерация, а также у нас есть НАП, ВПС, там ЮРПФ и всякие разные. Ну и везде Ну, есть официальная как бы вот Федерация пауэрлифтинга. Федерация пауэрлифтинга России под эгидой ИПФ, Национальная федерация пауэрлифтинга. Сколько человек у нас сейчас занимается В этим видом? Бурятии где-то вот на данный момент занимается и троеборьем, и жимом лежем, ну, человек 150, то точно. Жим лежа, я думаю, в каждом зале, Качковском и фитнес-клубах все занимаются. Если хотите, могут все выступать. Тем более разрядные нормативы все есть. У нас такая ситуация. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Ну и Саша готовится. Еще. Опять. Сейчас надо смету. А еще сказали. А расценки-то я пока и не знаю, как туда. Я постоянно штангу забирают. Да Набирать? я не дожимаю, они меня не отбирают. Жалеют тебя, жалеют. Ты еще. Не жалейте ее, не жалейте. Женская доля такая же, говорит, еще, да? Это не на камеру, да? Все записали, вы что, Вы ребята? уже попали в черный список. Алексей, вот мысли. Черный список, вот они где. Инвентеры, да? Не, кому-то может заинтересует это. Заинтригует. Ну, конечно. Ну что, придет в спорт, да, после этих Всегда Вот мечтала заняться. я вообще, знаете, в задумках каких? У нас же пляж, как будто бы хотят его сейчас будто бы там получше сделать, да? Открытый тренажерный зал там на пляже сделан. Наварить тренажеров таких, так, на цепи их приковать, чтобы никто не утащил. Оторвут. Отрежут. Да. Потому что в свое время я в Киеве был, у них такой есть там на пляже. Он давно, еще в 60-х годах. Там вот такие цепи приваренные, короче, штанги самодельные, тренажеры, там очень классно. Ловко же было бы. Я Егорычу говорю, давай там, ну лучше рядом там, туда вынесем, уже есть старые тренажеры туда. И все сделаем. 100 рублей тренировка. Сейчас. Два уже 200. Да. Если там они раскопают пляж, сделают вот так, чтобы купаться было. Ну, они его куда еще раскопают? Нравится сеточкой загородить. Пока раскопают, он уже рекался. И какие рекорды вообще ставил для себя? Сколько у тебя вообще Ну, для рекордов? себя рекордов у меня было уже много разных весовых, потому что лучшее количество 295, жим 215 и тяга 270. Это недостаточно для мастера спорта, но мы занимаемся, растем, надеюсь, что в этом году все откроет и все мы выполним. Владимир Яковлевич нас тренирует постоянно, мы как бы занимаемся. И цели нам уже расписал на весь год. Ты уже сколько занимаешься? Я получается? занимаюсь уже сколько, 14 лет получается, уже почти 15. Так, ну, с перерывами, конечно, получалось. То студенчество, то школьные года. Ну, мы с Владимиром Яковлевичем уже прошли все. И подвалы, и фитнес-клубы, и нас выгоняли отовсюду. И вот теперь мы в гараже, но как бы мы не падаем духом. Думаю, что у нас все получится, все цели выполним. Тем более Владимир Яковлевич всегда рядом, всегда поддержит. Ясно. Спасибо. В Альфоне. В Альфоне тишина. Что, соточка, да? Мне, говорит, где-то, наверное, 130, с грифом, да? она вернее, наверное, Как это, у качков. Сколько будет 50 плюс 50? Это я там 120. Как 120? Это гриф-то не посчитал? Пока не интересно, он сейчас уехал на Че, Альфон. монстр пошел, да? Покачивает. Начинаешь. Начинающий монстр. Тоже хорошо. Все. Позывнее.
что не делаете здесь? Скамейку, один садится, один уже не делает. Хорошо. Мощность. Еще раз.